вечер, уважаемые гости. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня знаменательное событие не только для преподавателей и студентов Бурятского государственного университета, но и для всей общественности города Улан-Удэ и Республики Бурятия. Сегодня начинается торжественное собрание общественности, посвященного присвоению ВГУ имени Доржи Банзарова. В 1946 году Доржи Банзаров окончил Казанский императорский университет золотой медалью и стал первым представителем бурятского народа, получившим высшее образование европейского образца. За свою короткую жизнь Доржи Банзаров получил широкую известность в российском востоковедении. Он по праву признан первым бурятским ученым. Столетию со дня смерти Доржи Банзарова в 1946 году было издано первое академическое собрание его сочинений, а в 1947 году Бурятскому государственному педагогическому институту присвоено имя Доржи Банзарова. Так вот, в 1957 году перед зданием института был установлен памятник работы скульпторов Андрея Вангелова и Александра Тимина. И 27 декабря 2018 года приказом Министерства и науки высшего образования Российской Федерации Бурятскому государственному университету присвоено имя Доржи Банзарова. И на 30 минут у памятника проходит церемония возложения цветов в дань памяти первого бурятского ученого Доржи Банзарова. Сейчас глава Республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов, председатель Народного хурала Республики Бурятия Владимир Анатольевич Павлов, исполняющий обязанности руководителя администрации города Улан-Удэ Игорь Юрьевич Шутенков, ректор Бурятского государственного университета Николай Ильич Пушкин возложат цветы к памятнику Доржи Банзарова. Студенты и преподаватели Бурятского государственного университета, сегодня мы находимся в двери нашего торжественного мероприятия и отдаем дань памяти первому бурятскому ученому Доржи Банзарову. И для возложения цветов к памятнику Доржи Банзарова разрешите пригласить главу Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова, заместителя председателя Народного хурала Республики Бурятия Цыденова Дмитриевича Доржиева, исполняющего обязанности руководителя администрации города Улан-Удэ Игоря Юрьевича Шутенкова и ректора Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова Николая Ильича Пушкина. Спасибо, уважаемые участники. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, всех поздравляю с нашим событием. Доржи Банзаров первый, бурятский ученый, и его интересная судьба, знаете, жил недолго, но я учился в Казани, в Казани, в Иркутске, в Нижнеудинске, в Кярке, в Тишке, и за свою непродолжительную жизнь насыщенную успел много сделать из научных трудов. И был, по сути, первым, нашим бурятским ученым, и говорит, что наш университет будет достоинством нести его имя, и выпускники нашего университета всех национальностей будут прославлять нашу Бурятию не только в Бурятии, но и в России, во всем мире. Благодарю. Уважаемые гости и участники мероприятия, приглашаем всех на памятное фото. Пожалуйста, сюда. Ну что же, свет безумятной, яркой личности Доржи Банзарова отражается на всей истории Республики Бурятия. Мы представляем вашему вниманию документальную хронику открытия памятника Доржи Банзарову в Джидинском районе. Сегодня все мы являемся участниками и свидетелями события исторического масштаба. Доржи Банзаров оставил после себя великое наследие. Наследие в будущем поколении
педагогов, философов, лингвистов и других ученых. Дорогие друзья, внимание на экран!
посвященного присвоению Бурятского государственного университета имени Даржи Банзарова, приглашается ректор Бурятского государственного университета Николай Ильич Пушкин. Добрый вечер, уважаемые Алексей Самбуевич, добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые студенты, уважаемые гости нашего университета. В первую очередь, перед началом зачитывания приказа министра науки и высшего образования, я хотел бы от лица коллектива Бурятского государственного университета имени Даржи Банзарова поблагодарить всех, кто принял активное участие в вопросе присвоения этого имени замечательного первого бурятского ученого. В первую очередь, это, конечно, глава Республики Бурятия Алексей Самбуевич Цыденов и все правительство в целом Республики Бурятия, поскольку правительство поддержало инициативу ученого совета Бурятского государственного университета постановлением, и это легло в основу всех документов, которые были впоследствии оформлены. Мы искренне благодарим Буддийскую традиционную саммит Российской Федерации в лице Камоламы Айшеева за их поддержку. Мы искренне благодарим ВАРК Республики Бурятия в лице Геннадия Матвеевича Егорова. Благодарим Джигинский район в лице его главы Владимира Ильича Царенова и, безусловно, всех общественных деятелей, фамилии, имена которых просто займет очень много времени озвучить. Большое искреннее спасибо от лица коллектива Бурятского государственного университета. Спасибо вам, коллеги. И позвольте зачитать приказ о переименовании и утверждении устава Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Бурятский государственный университет. Приказ номер 1294 от 27 декабря 2018 года. В соответствии с положением о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 года, номер 682, приказано присвоить Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования Бурятский государственный университет имя Даржи Банзарова. Переименовать Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Бурятский государственный университет Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Бурятский государственный университет имени Даржи Банзарова. Утвердить прилагаемый устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Бурятский государственный университет имени Даржи Банзарова. Ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Бурятский государственный университет имени Даржи Банзарова обеспечить государственную регистрацию устава в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, признать утратившим силу с момента государственной регистрации устава пункт 2 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 ноября 2016 года номер 14 о Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования Бурятский государственный университет. Министр Михаил Михайлович Петухов. Я хотел бы сказать, что последний пункт, где написано ректору оформить и закрепить, выполнен. На сегодняшний день все юридические процедуры в университете завершены, печати, штампы, устав изменены, регистрация произведена. Отныне мы Бурятский государственный университет имени Даржи Банзарова. Ундырдыны Сухамта, Банзарай, Даржин, Ундырдыны, Ургыже, Захиже, Ебля. Слово для поздравления главе Республики Бурятия, председателю правительства Республики Бурятия Алексею Самбуевичу Цыденову. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги,
всех поздравляю с таким замечательным событием. Мы вернули нашему университету имя Элжи Банзарова. Это юридически это не вернули, юридически это назвали заново, поскольку был институт, стал университет, но все равно наш ученый, первый бурятский ученый, достойно вернулся во имя нашего университета. И хочу всех с этим поздравить и пожелать о том, чтобы мы все достойно несли это звание. Понятно, что университет – это не стены. Университет – это люди. В первую очередь профессорско-преподавательский состав и, конечно же, студенты, выпускники университета. И вот мы с вами – это то, что формирует славу и имя нашего университета. Наши выпускники, наши профессора-преподаватели. И желаю всем вам, чтобы у профессоров, преподавателей, профессоров, преподавателей, у всего коллектива университета была насыщенная, интересная работа, достойная заработная плата и хорошие студенты. Ну а студентам желаю, чтобы они учились прилежно, были достойными людьми и прославляли свой университет, нашу республику и нашу страну не только в Бурятии, в России, но и во всем мире. Желаю всем, чтобы было именно так. Поздравляю. Спасибо, Алексей Самбович. Для слов приветствия приглашается заместитель председателя Народного хурала Республики Бурятия Цырендашир Даниевич Даржиев. Сегодня знаменательное событие не только в Республике Бурятия, но и по всей России. Почему? Потому что за эти годы создания института в 1995 году преобразовался университет. Ваши выпускники, они работают по всей России и даже за рубежом. Наверное, те люди, которые закончили и несут имя выпускника института или университета, наверное, сегодня для них радостное событие, что снова дали имя Элжи Банзарову, нашему старейшему институту или университету сегодня, Бурятскому государственному университету. Свыше 55 тысяч выпускников разных лет сегодня трудились в Республике Бурятия и за пределами. Среди них талантливые ученые с мировым именем, всесоюзным, российским. Многие выпускники являются депутатами 6 созывов Народного хурала, которые внесли огромный вклад в развитие парламентаризма в Республике Бурятия. Сегодня многие ваши выпускники занимаются в учебных заведениях всей системы, и особенно в школах Республики Бурятия, где учат наших детей. Огромное спасибо всему вашему коллективу. Пусть это высокое имя первого ученого бурята несет ваш университет. И каждый должен, наверное, нести и понимать, что это неспроста. Бурят конусылды буда, бирю поклон говорила Ябия. Спасибо. Спасибо, Цырендашир Даниевич. Для слов приветствия приглашается исполняющий обязанности руководителя администрации города Улан-Удэ Игорь Юрьевич Шутенков. Добрый вечер, уважаемые преподаватели и студенты Бурятского государственного университета. Сегодняшний день – важный день в жизни города Улан-Удэ и всей республики. Бурятскому государственному университету присвоено звание нашего великого земляка, первого бурятского ученого Элжи Банзаровича Банзарова. Говорят в народе, что это не присвоено, а возвращено имя. Процесс возвращения был довольно-таки длительным и непрост. Много было обращений в Министерство образования Российской Федерации. Решались огромное количество юридических
и организационных вопросов при помощи правительства республики, лично главы республики Бурятия, при участии многих уважаемых людей республики и города Улан-Удэ в этом вопросе окончательно поставлена точка. Очень отрадно и замечательно, что именем Дажи Банзарова названа площадь и улица в городе Улан-Удэ, улица в Казани, в Иркутске, в городе Кяхта, в родном Улусе нашего ученого Верхней Чекты, Житинского района и в селе Курен Тункинского района. Бурятский государственный университет сегодня увековечил имя Дажи Банзарова в своих стенах, и это отрадно. Бурятский государственный университет по праву гордится своей богатой историей, прочными традициями и, наверное, блестящими перспективами. Сам университет идет в ногу со временем, внедряет новые учебные организационные процессы, притворяет в жизнь те самые научно-исследовательские проекты, которые разрабатываются в ваших стенах. Поэтому, уважаемые друзья, уважаемые преподаватели и студенты, в этот замечательный исторический день еще раз хочу поздравить всех нас с этим событием. Бурятскому государственному университету пожелать процветания и движения вперед, преподавателям и студентам успехов в работе, в обучении, в жизни. Крепкого всем здоровья, благополучия и благоденствия. Спасибо большое, Игорь Юрьевич. Для слов приветствия приглашается заместитель главы муниципального образования Джигитский район социальной политики Елена Владимировна Кулюшина. Добрый вечер всем присутствующим в зале. Уважаемый Алексей Самбуевич, Николай Ильич, уважаемое высокое собрание, примите самые искренние слова благодарности от всех джигитцев за присвоение имени нашего великого земляка, первого бурятского ученого Дажи Банзарова Бурятскому государственному университету. Каждый из нас, сидящих в этом зале, гордится и преклоняет головы перед своими великими земляками, учеными и общественными деятелями. Мы, джигитцы, так же, как и весь бурятский народ, гордимся своим первым бурятским ученым Дажи Банзаровым, бурятом из джигитских казаков, сумевших первым прорубить окно в научный мир России и стать известным востоковедом, чьи труды до сих пор являются актуальными в современном мире. Знаток истории и этнографии народов Центральной Азии, чиновник особых поручений Главного управления Восточной Сибири, ученый-исследователь, друг декабристов и патриот своей родины, прожил жизнь ярко и достойно. Когда 27 декабря 2018 года вышел официальный приказ Министерства образования России о присвоении его имени нашему родному Бурятскому государственному университету, во всех информационных источниках это стало новостью номер один. А для нас, джигитцев, настоящий подарок, большой подарок к Новому году. Сегодня мы высоко ценим принятые решения, к которому мы вместе шли на протяжении многих лет. Особо хочется поблагодарить ученый совет БГУ и лично Николая Ильича, Бандита Хамбаламу, Дамбу Айшеева, правительство Республики Бурятии и во главе с Алексеем Самбуевичем и, конечно же, джигитское землячество с присутствующим здесь Матвеем Рамгановичем. И выразить уверенность в том, что имя Дажи Банзарова с гордостью будут носить все выпускники университета, среди которых немало джигитцев. В марте 2022 года мы будем отмечать 200-летие со дня рождения нашего великого земляка. Поэтому, пользуясь случаем, Алексей Самбуевич, я хочу обратиться к вам, чтобы это мероприятие было включено в плановое мероприятие и непосредственно прошло при вашей поддержке. Еще раз всем огромное спасибо, всем причастным к этому событию. Стабильного развития и талантливых студентов нашему университету, наращивания научного потенциала Республики Бурятия, мира и процветания бурятской земле. Спасибо за поздравления, Елена Владимировна.
Для исторического экскурса мы приглашаем на сцену доктора исторических наук, профессора Владимира Торжеевича Дугарова. Уважаемые участники торжественного заседания, какие исторические события предшествовали присвоению нашему в 1947 году Тогда-Педагогического института имени первого брянского ученого Доржи Бондарова? И мы вновь сегодня собрались по этому поводу. В марте 1940 года Общественность Республики отметила 80-летие со дня смерти Доржи Бондарова. Докладом о первом брянском ученом Доржи Бондарове и значении его научного наследия выступали маститые бурятские гуманитарии Топтаев, Кудрявцев, Санжеев, Румянцев. В перечисленных многогранных аналитических докладах было широко представлено энциклопедическое образование и научный вклад Доржи Бондарова в мировое востоковедение, которое изучается в настоящее время и не изучено до конца. В этот же 1940 год в Гиеле был одобрен план издания сочинений Доржи Бондарова, составленный историком Румянцевым. В феврале 1946 года Совнарком Республики и обком ВКПБ обратились с письмом к президенту Академии наук академику Вавилову о оказании помощи Бурят-Монгольскому научно-исследовательскому институту культуры и экономики, публикации подготовленных в печати нескольких научных трудов, в частности, сочинений Доржи Бондарова. В результате всех этих целенаправленных организационных мероприятий руководство Бурят-Монгольской ССР было одобрено издание первого собрания сочинений Доржи Бондарова, которое было издано к столетию со дня смерти Доржи Бондарова. И поэтому интерес к личности Доржи Бондарова в середине 20 века, как и сегодня, предшествовали комплекс исторических событий. В первую очередь, географическая и историческая близость Монголии и Бурятии не могла не отразиться на развитии ориенталистских исследований в императорской России и Советском Союзе. Выдающийся монголовед мирового уровня Роберт Рубин отмечал ряд обстоятельств, сложившихся в Кяхтинско-Тарасовском районе, в центре концентрации казаков, придавали ему специфический характер. Там в уникальной атмосфере просвещенности и интеллектуальности возникла благоприятная ситуация. Особая бурятская группа, официально классифицированная как казаки, а не инородцы, могла посещать русские учебные заведения. Небольшой процент образованных бурят происходил из казахских семей. Для исторической справки, для охраны формирующихся российско-крымской границы в 1764 году были сформированы 4 бурятских казачьих полка, имевшие по 6 сотен в каждом: Ашабагатский, Сартолов, Санголов, Патаганов, а также Кунгурский полк князя Гантимура. 18 июня 1732 года в Тарасовске была учреждена по высочайшему повелению русско-монгольская войсковая школа. И поэтому процесс изучения Монголии, всей монгольской атмосферы в первой половине 19 века в отечественном востоковедении закономерно связан с именами Доржи Бондарова и другого великого бурятского ученого Галсата Гамбоева, малоизвестного общественности Иринчина Иванчикова. За прошедший период создан огромный востоковедный монголоведный бурятской научной литературы, являющийся органичной частью мировой ориенталистики, продолжением великого научного подвига первых бурятских ученых. Установлением информационного поля между Востоком и Западом в середине 19 века, или как сейчас концептуально ставится проблема, как биосферный или ноосферный ландшафт. В современном монголоведении ориенталистики актуальным и дискуссионным является проблема разработки категоричных понятий монгольской атмосферы, монголо-тюркского мира и другие. И поэтому исторически важная роль выполнения образовательной миссии для так называемых инородцев выпало на судьбу основателя российского монголоведения Ковалевскому Попову, добившись принятия из русско-монгольского школы в Тарасовске для учебы в Казанской гимназии, а затем университет, 5 бурятских мальчиков, представителей инородческого сословия казаков, в том числе Доржи Бондарова. Это стенды были до этого, слайды. В июне 1942 года Доржи Бондаров окончил гимназию с золотой медалью и правом поступить в университет. В сентябре 1942 года он поступил в Казанский университет на философский факультет, имевший восточный разряд. 5 июня 1946 года он заканчивает Казанский университет с золотой медалью. В университете изучал восточные языки
монгольский, калмыцкий, манчжурский, санскрит, турецкий. И кроме этого свободно читал на немецком, английском, французском и латинском языках. Но где-то знал порядка 17 языков. Еще в студенческие годы Раджи Бандаров написал на монгольском языке для ряд монголов всеобщую географию и грамматику монгольского языка. Перевел на монгольский язык французского, языка странствий китайского буддизма IV века Пасяни, маньчжурского путешествия Тюльшени Аюбхана, тайратского Упаши Гунбэнджи, которые, к великому сожалению, исследователей не сохранились. В 1646 году Раджи Бандаров окончил Казанский университет, получив диплом кандидата наук за представленную диссертационную работу на тему «Черная вера или шаманство монголов». Диссертация, как одна из лучших, в том же году, в то время, была напечатана в участке изученных записках Казанского университета. И в этой работе о шаманизме Бандаров разработал сложную и неразработанную тему, о которой ни русские, ни западные ориенталисты не имели ясного и полного представления. И поэтому, формируя историографические источники в основу диссертации, он скрупулезно изучал исторические и религиозные документы. Раджи Бандаров критически проанализировал сочинения, написанные на русском, монгольском, маньчжурском, китайском, тибетском, немецком, французском и других языках. В разработке теоретических аспектов проблемы для познавания ее философской концепции для порядка ученых важное начало имело сочинение знаменитого немецкого ученого Гумбольдта «Космос». Но в то же время, согласно положению о казахском сословии, по окончании Казанского университета Раджи Бандаров не мог приступить к чиновничьей и научной деятельности. Поэтому он был вынужден в 1949 годах, период отставки из казачьего сословия, который рассматривался на уровне императора Николая I и заседания Госсовета, такое было сложное время, вести научные исследования в Азиатском музее в Санкт-Петербурге. В этот период он был избран первым из порядка народцев, членом-корреспондентом Русского археологического общества. И затем, после освобождения неполного в 1655 годах от казахского сословия и был отправлен служить в Сибирь, в Иркутск. 12 апреля 1650 года молодой человек приступил к обязанностям чиновника по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири Муравьеве Амурском. И в то же время чиновничья служба его тяготила. В этот период Бандаров опубликовал труд «Объяснение монгольской надписи» на памятнике князя Юсуфе, племяннике Чингисхана, посвященный интерпретации надписи на чекистом камне, в 1651 году был избран членом-корреспондентом Сибирского отдела Русского географического общества. И это самое показательное. В том, что когда Раджи Бандаров внезапно скончался в 1655 году, генерал-губернатор Восточно-Сибирского генерал-губернаторства, знаменитый граф Николай Николаевич Муравьев, послал срочное сообщение в столицу. Необходимо отметить, что особо дружеских отношений между Бандаровым и губернатором в то время не было. В то же время по высочайшему респекту последний путь титулярного советника и чиновника по особым поручениям должен был сопровождать сам генерал-губернатор. Чиновником по особым поручениям при генерал-губернаторе Восточной Сибири Раджи Бандаров начал служить с 1650 года. От 19 апреля 1653 года высочайшим приказом Раджи был произведен титулярный советник. Этот чин давал возможность претендовать на дворянство. И поэтому актуальным для нашего времени является то, что в середине 19-го высокие оценки Бандарова как ученого были даны в журналах «Современник», отечественные записки. Столичная газета «Санкт-Петербургский вестник» писала так: «Раджи Бандаров личность чрезвычайно любопытна во многих отношениях, одно из редких показательных явлений в ученом мире». О Бандарове в трудах его почти вовсе не было говорено до тех пор. А кроме того, этот молодой ученый, хотя по своему таланту и званиям имел полное право претендовать на видное место в кругу наших ученых, по причине кратковременности своей жизни и строгой, чтобы не сказать, сухой специальности той области науки, в которой трудился, еще не успел приобрести известность. И вот, завершая многочисленные свидетельства или отклики на смерть Раджи Бандарова, разрешите зачитать следующее. Биограф Раджи Бандарова, его коллега и старший товарищ Павел Степанович Савельев, видный русский археолог, востоковед, член-корреспондент Петербургской академии, председатель Российского
археологического общества в своей первой брошюре. Это был 1950 год. О жизни и трудах Доржи Бандарова писал: блеск примечательной личности на народе. И буряты отныне приобрели право на большее внимание, потому что из их среды вышел Доржи Бандаров. Он отмечал: так верно, светло, философски понимал свой предмет юный кандидат, только что оставивший университетскую скамью, а 10 лет назад дитя природы, росший среди родных степей. Какая разница между этим разумным воззрением на шаманство и взглядом покойного отца Якинова, который довольствуется извлечением из монгольского устава описания обрядов и штата китайских шаманов? Можно подумать, что два писателя о шаманстве имели в виду различные публику, и один писал для Европы, а другой для Пекина. И при этом монгол смотрел как европеец, а европеец как монгол. И в этот же период в энциклопедическом словаре Правгауза и Еврона была полная статья Бандаров Доржи. И поэтому труды Доржи Бандарова впервые в светскую российскую мировую науку внесли знания древнейшей системы религиозных верований азиатских народов шаманизма. Мы не определяли его как тенгеризм и тенгерианство. В наши дни анализу подвергается большое фольклорное эпическое наследие древнейших верований монголоязычного мира, записанных в безустной традиции на матных центральноазиатских, бурят-монгольских, калыктали и бубигерских. И также в отношении его исполнения чиновничьей работы он проявил себя как принципиальный чиновник и человек. Когда было очень много дел, но в целом это можно подтвердить его одной фразой: от одних дел, от которых некоторые толстеют, я худею. И поэтому в целом сегодня уже показывали по биографии Доржи Бандарова составлена квалифицированная методологическая историографическая база, которая нуждается в дальнейшей научной работе. И поэтому научный ход института Доржи Бандарова, Алтан Мамбоева, других бурятских выдающихся деятелей, образовательные, научные и других сферах деятельности в середине 19 века создали основные базовые источники современного светского и научного, межрелигиозного, многопрофессионального образования для народов бурятско-монгольской атмосферы и России. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Доржевич. Жизнь и деятельность первого бурятского ученого Доржи Бандарова является примером беззаветного служения Родине и народу. Профессорско-преподавательский коллектив, студенты и аспиранты Бурятского государственного университета имени Доржи Бандарова с честью принесут его имя. На этом торжественное собрание, посвященное присвоению БГУ имени Доржи Бандарова, объявляется закрытым. Мы начинаем праздничный концерт творческих коллективов БГУ.
вернулась горем чаем, песни прибоя, рассвет пробудил сердце друга, горе встречает, сердце песня летит из груди.
тебе, болван, достанется! университет за то, что он дает нам не только фундаментальное образование, но и возможность реализовать свой творческий потенциал. В стенах Бурятского государственного университета зажглось очень много звезд. Творческие коллективы нашей альма-матер, как правило, получают высокую оценку у экспертов различных фестивалей и конкурсов. Дарования наших студентов имеют много граней, большой потенциал и высокую полетность. What you want to hear, it must not
koyuyordu. Bunu özellikle Yumruk'ta, Kudurbancılar'da, Yumbuk'da, Riyador'da koyup dedi rolümle odengo ruh odenge riyi ajava. Koyup membe yolunda bulayım lanışılda sankhayım aşçım koyduğumuz dedi rolü Kuruşenge hambalama hambada jazayaywe riyin navangi. Bunu koyup membe araba yolunda Udah dorongnya dari Surabaya, bahwa kita terusin itu kan orsaban zalberka merah banget kan, jika beda, lama setelah jika bayar lat, antara bayar terwal serai dia dengan dia. Уважаемые преподаватели, студенты, гости, сегодня очень знаменательный день для всего нашего для народа Бурятии и особенно, конечно, для бурятского народа. То, что два высших учебных заведения, духовное, это Буддийский университет Ташкент-Каргин имени Дамодар Заяева, носит имя своего первого бандита Хамбалама. Это событие состоялось в 2009 году. И вот сегодня тоже наш Бурятский государственный университет будет носить имя нашего первого бурятского ученого Ржевуха. Всем известно, что великие люди для своего народа приходят в нужное и решительное такое время. Дамодар Заяев пришел, когда в 17 веке, в 18 веке и подарил бурятскому народу буддизм. А другой наш великий человек, Ржевух, пришел и доказал, что буряты могут изучать науку европейскую. Не только что изучать, а они могут обогатить мировую науку своими достижениями. Время показало, что это так, что мы можем. И вот в 2002 году к нам вернулся Дамодар Заяев. Как мы знаем, что Итил Хамба является перерожденцем нашего первого бандита. В 2002 году это было время, когда у людей, у всех нас, веру мало стало. Да? После десятков лет гонений у людей иногда возникал вопрос, есть ли, был ли Будда, да? Есть ли религия. Вот в самое такое тяжелое время пришел нам, возвратился к нам первый бандит Хамбалама, Дамодар Заяев. Вот Итил Хамба в течение 17 лет доказывает, что кроме материального есть духовное. Представители многих народов, главы государств приходят и делают, чтобы увидеть и поклоняться. И вот сегодня к нам вернулся Ржевух. Почему вернулся? Вот когда сегодня мы в Волгодоне вышли, когда я говорю на своем родном бурятском языке, больше половины зрителей не понимают меня, особенно молодежь, смотрит тупыми глазами. О чем? Именно то время, когда в Бурятском государственном университете не стало факультета бурятской филологии, бурятского языка. Бурятский язык изучается как иностранный, наряду с японским, китайскими, там чуть-чуть английскими. И вот то возвращение Ржеванзарова нам дает надежду, что мы знаем, что великие люди именно приходят тогда, когда нам очень трудно. И то, что в Тяхтинском районе всего 11% учеников бурятской национальности владеют бурятским языком, а 89% не понимают, не знают.
Такое время настало. Поэтому великий русский народ и другие народы с пониманием относятся к тому, что к чему пришли мы. Вот если во времена Торжеванзарова стоял вопрос, как выучить русский язык. Единицы бурятов знали. Одним из первых был наш Торжеванзаров. И доказал. И вот он сейчас вернулся, тоже спустя столетий, чтобы помочь нам. И то, что когда в 2015 году на аудиенцию нашему 24-му антихрамбаламея пришел ваш ректор Николай Ильич Мошкин, Хамбалама ему сказал: до тебя были ректора и после тебя будут. Но ты верни университету имя Торжеванзарова. Что бы ты ни делал, как бы ты ни ушел, но ты останешься в памяти бурятского народа, что ты вернул имя этого великого человека. Спасибо тебе, Николай Ильич. Поэтому то, что мы сегодня взяли и присвоили, радуемся, относиться к тем, что как сделать так, чтобы любой человек, любой национальности должен знать свой родной язык, независимо, бурят, русский, татарин, украинец, должны знать. Я думаю, что среди вас есть такие ученые будущего. Сделать такое, может быть, открытие, чтобы бурят, не знающий своего родного языка, чувствовал себя идиотом. Татарин, не знающий, и русский, не знающий своего родного языка и культуру, себя ущемлен. А так получается, что здесь наши выпускники выходят, когда меня спрашивают: ты знаешь бурятский язык? Нет, не было условий, или там где-то учился. Но то, что свободно владеет английским языком, бывал там в Англии или в Америке, это просто отмазка. Поэтому мы надеемся, что среди вас найдется человек, который мы с Балдырламой не смогли сделать, да, придумать, чтобы заставить, чтобы человек, не знающий своего языка и культуры, это идиот. Придумайте это. Тогда я действительно буду знать, что Торжеванзаров родился именно среди бурят. Центр. И не разрешите вручить, потом слово скажет наш Балдырлама. Подарок от Хамбаламы, ректору нашего Бурятского государственного университета Николаю Ильичу Мошкину. Это чтобы имя нашего великого ученого несли только вверх, чтобы все буряты могли научились говорить на своем, как на английском, да? Торжеванзаров ямар тіліндер жоғалшылар. Мұны елет бетінірі, енді бетінірі тұғын бенді бәғат, бетінірі шағыны жібәғат, юңғы жаңсы бәғат. Енді елетін пайызалы ұшыл, егіш қойы, некті егіш өрәті болып көріп пайызын залу қойып, залу басын, егіш өрәті көмек, сәйбен егіш жатыр.
Oyun tarafından gara Buraya kaderi Türkiye işini Doğru manzara bir doğu alıp bir türlü işçi veren bir yamar buraya dönüyor. Buraya tarafında sayılı ol, ungahinin buraya kılınmadı. Buraya kılıyan ülkeye otur sayılı gibi. Sayılının buraya kılınmadı. Tigeliğine orgulü, kapsınlara orgulü bulan koyunu buraya sivudi. Undahan kılındıran korku bulan koyunu indi buraya kapsınlara hener kartı. Поэтому сейчас, обращаясь к вам, к руководству этого высшего учебного заведения, я хочу попросить вас, так как буряты очень скромный народ, очень любит быть покладистым, когда идет такое мероприятие, пускай вот эти двое ведущих, один из них говорит только на бурятском языке. Тогда вы будете уважать себя. Да, Байла. Хамбалама сказал, Рудольф Лугов, чтобы все поняли. Если два бурята встречаются, то должны разговаривать на бурятском языке. Поэтому, то со стороны увидите меня, друзья, скажете, что эти два не бурята. Помогите им, нашему народу, наконец выучить свой родной язык. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Даржи Ванзаров. Выдающийся деятель российской востоковедной науки первой половины 19 столетия. Его именем по праву названо одно из первых и самых лучших высших учебных заведений столицы Республики Бурятия. И мы, студенты, горды этим. Даржи Ванзарову посвящены научные конференции. О нем и его трудах пишут статьи и книги. Ему посвящаются стихи. Добрую память об одном из лучших своих сынов хранит родная земля. Его светлый образ будет жизненным ориентиром для всех нас. На этой торжественной ноте мы завершаем наш праздничный концерт. До свидания! До новых встреч! Таким